Доброе утро, страна. 7 утра. В общем, сегодня спал на раскладушке и рядом с печкой был как истопник. В общем, ребята еще спят. Ну, просыпаются уже потихоньку. С Костяном уже кофе попили. В общем, 7 утра, ребята, минус 15. Что-то вчерашняя оттепель. Что-то я не вижу. Как обычно, синоптики что-то обманывают. Должен был снег. Минус 4, но смотрю, минус 15. Такая утрянка, но уже, ребят, по-весеннему. Уже по-весеннему. Февраля осталось пару дней, и март месяц, зараза. Дело к весне, а рыбалка пока не просыпается. Ну, не знаю, ребят, сегодня новая точка, новые бровки у меня. Дай бог, на лемяха порадовал. Посмотрим. В общем, что, потихоньку раскачиваемся, ребят. Завтрак, подготовка на выезд, заправка техники. Ну и вперед на речку. Все, ребята, позавтракали, яичница такая была с тушеночкой классная. Эдик красавчик замутил. Сегодня парни приехали не вдвоем, а троем. В общем, спал на раскладушке, ну отлично. Парни пока по дому убираются, баню моются, а я еду на речку и цепляю Эдика. Эдик будет рыбачить на удочку. В общем, я проверяюсь. Парни дали червей мне остатки, там 10 живца, там 5 штук. Короче, проверимся. Ну, я потом пойду по реке домой. Как-то вот так. Я повесил? Лучше под ним стоять. Что это? Ну, конечно. Домик у него, да? Да. Что, погнали? Давай. Ну ладно, полетели. Здесь так покрыл, вот окунь, плотва. В общем, эти говорит, надо порыбачить на удочку. А парни пока собираются. В общем, ну а я поехал. Поехал проверяться, ребят. Что там у нас? Стрельнула бровка, нет? Первые два комбайна, ребята, стоят мертво. Тут что у нас? Тоже тишина, ребят. Тоже тишина.
Вчера так и подзагнула его, а остальные, смотрю, нифига. Ах, жалко. Жалко. Ладно, поедем на бровку смотреть. Минус 2 бака. Подсох, ребят, подсох. Ну, как-то так. Как-то так. Поездки, ребят, лучше брать с запасом. Как говорится, лучше перевздеть, чем недовздеть. Соответственно, лучше брать с запасом. Проезжая жерлицы, ребята, у мужиков. Ну вот, работок нету. Короче, выставляешься, сутки жерлицы работают. Если хочешь дальше ловить, то надо перебуривать. Дальше они не рыбачат. Как-то так. Новая лунка, новая рыба. Все. Но весной, конечно, это будет по-другому, потому что рыба будет шевелиться. Рыба будет активничать и будет ходить, плавать. Там можно так рыбачить, да? Да. Что же ты будешь делать, а? В общем, ребят, добрался я до точки. Ни одного флажка. То бишь налим бы по-любому сдернул. Ставки на налима были. Донки форелевые тоже молчат. Там как будто один загиб есть. Вот там. Короче, погода так и не поменялась. Минус 15. Морозик небольшой. Встает солнышко. Ах, зараза, а. Где ж тебе искать-то? Как тебя ловить, блин, ё-моё. Ну вот этот, ребят, как будто загнут. Этот как будто загнут у нас. Хорошо, луночки не промерзли. Что ты будешь делать, а, ребята? Новые места. Когда ты шевелиться-то начнешь уже, ребейка-то, а? Ничего не качает. Какая-то мелочь сидит. О, господи, помилуй, блин, а. Черный еще такой, блин. Засранец, стой. Успокойся. Давай, брат, домой. Давай домой. Ну, короче, типа того, ребят. Типа того. Пока только мелкий, блин, а. Но скоро начнет. Скоро начнет. Да. Флажок, ребята. В общем, иду вот первое. Флажок не сработал, но кто-то есть. И что, заходить не хочет. Ух ты. Сорога, блин, охренеть.
Носорога, короче. Вот тут чуть-чуть покрупнее уже и все. Точнее, глубина побольше. И сорожка. Ну, то бишь, как раз вал в яму. Сорога. Ну, понятно, она флажок-то не собьет. Просто интересно. Сорога стала попадаться. Так, ладно. Грусть, тоска, ребята, меня потом нагнетает вот так. Ну, мертво. Короче, вот тут еще ближе к выходу, точнее, входу в яму поедено, а яма, вот вся глубина, она вся мертвая. Там черви даже живые. Короче, там на выходе одна сорожка, там налимчик один, и все на этом. Был опять плотвичек, насадил, положил на дно, мало ли налимяшка. Короче, оставлю, ребят, я еще в ночь. У меня есть, возможно, даже через 2 суток, потому что не смогу, наверное, приехать. Есть вот кое-какие дела в эту сторону. Поеду, посмотрим. Дадим шанс, так скажем. Обидно. Ну и комбайны там проезжал, там тоже тишина вроде. Загибов нету. У парней не знаю. Ну, жерлицы точно не сработали. А донки не знаю. Короче, вот как-то так. Ладно, едем до комбайна. Ух ты. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Да. Грязи, конечно, ужас. Ёрш, что ли, какой-то идет. Последним. Ну. Ёрш. Да, ребята, вы все видите сами. Пока нифига. Дадим лисе, пускай лиса хавает. Ну все, попили чаю, мужики погнали сниматься. Попрощался. В общем, красота. Мужики, песня. Мужики, песня. Я допроверяюсь и домой. Поеду домой. Какая-то рыбка, ребята. Голавличек. Голавличек. Небольшенький. Небольшенький голавличек попался. Угу. Ну, комбайна нет, все равно что-то подрабатывают, ребят. Погода-то, блин, переломная, она надоела уже. Что за хрень какая-то пошла, блин. Плотву-то отдал пацанам, ребята. А голавлика спасу. Пускай живет. Парни-то уехали, я же плотвичку-то отдал. У них-то там скопился чуть-чуть, так сказать, уловчик. Пускай живет, пацанчик. Что-то я не подумал. Ну, не подморозил, ничего страшного. Ну все, ребята, все снасти проверил, перенасадил. Эти комбайны почему-то вообще чистые были. Что за тут напасть какая-то мелкая. Голавлик, плотва, налимчик, пару ершей. Короче, ни о чем, ребята. Парни за пару дней немножко наскребли, там пару щучек, 3 там штучки. Ну, короче, небольшая рыба тоже. Ну, на жарежку есть.
Короче, оставлю, ребята, без пересмотра. Поеду домой. Ну, дадим шанс еще. Потом будет видно. В общем, все. Пылю до дома, ребят. У нас сегодня в деревне проводы зимы. Девки мои там гуляют. В общем, вроде проводы зимы, но весной пока не пахнет. По ощущениям, как бы зима продолжается. Ну, уже солнце, ребят, солнце уже весеннее. Уже круто. Короче, до дома. Ну что, ребята, доброе утро. Экстренный выезд за жерлицами. Вчера оставил, дурачок. Ну, обещали же вот погоду снежную. Короче, за сегодня, ребята, за ночь просто сантиметров 30 снега. Окапываемся, очищаемся. Боюсь, что просто я их не найду. Хотел оставить их на пару дней, чтобы не мотаться туда-сюда. Короче, ребят, надо ехать спасать. Так как комбайн еще ладно, а вот жерлицы навряд ли. Буду, короче, искать. Хорошо, десятка всего. Придется разгребать как-то. Ужас, что творится. Сегодня будет снег, ребят, всю ночь, целый день. Завтра, в общем. Вот и говорили, мало снега в этом сезоне. Вот, пожалуйста, сейчас за неделю сделают месячную норму. Короче, просто жесть. Такие окопы, это охренеть. Ужас. Ладно. Все, выезжаем, ребят. Пришлось сорваться. Сегодня не по плану. Было у меня другие дела. Ну, надо спасать. Допылил, ребята, добрался, в общем, до первых комбайнов. Ну, комбайны, понятно, что здесь, наверное, хоть 50 сантиметров снега. Они у меня высокие, плюс кивок сантиметров 15. Короче, их-то нормально. А вот за жерлицы я переживаю, конечно, в большей степени. Вот это, ребята, с пылища. Полный газ не даешь. В общем, буранку ловил, но ее еле-еле видно. И отбойник поднимает вот этот легкий снег. И просто вот такие клубни на тебя все летит. Охренеть. Вся собака даже, вон, ребят, снежная. Смотрите. Охренеть. Да, вот это осадки. Вот это все завьюжило. Снежка. Я взял даже 5 литров бензина с собой, запаску. Мало ли. Думаю, может, буду где-то... Ну, так и получилось. Тяжело. Получилось так, что новую буранку топтанул. Ну, добрался, в общем, ребята. Так, первые 2 комбайна я здесь оставлял. Один загнут, это хорошо. Смотрите сразу, ребята, тайга такая поменяла свой вид. Она уже от солнца вся такая растаявшая была. А сейчас вот такая белое напыление. Короче, зима возвращается. Вчера, кстати, у нас в деревне были проводы зимы. Вот тебе, пожалуйста, на. Зимушка говорит, я еще, говорит, повоюем, да? Ну ладно, ребят, что, сматываем. Не хотелось сегодня ехать, но вот из-за непогода, плюс
Сегодня снег, завтра снег. Я думаю, ночью снег. Я потом вообще ничего не найду. Короче, пришлось ехать. Ладно, что, давайте начнем. Один загиб есть. Может кто-то тут у нас наклювакал. Какая-то рыбейка. Вот тебе и на, ребята, смотрите. Сразу водичка поперла. Снега немножко давануло и с лунок от тяжести пошла вода. Прилетало пару комментариев. Андрюха, чтобы воды не было в палатке, бурил, говорит, лунку. Я видел эту тему, но это не работает, когда глубокая зима. Ты наоборот себя только затопишь. Так что это все так. Один блогер показал там и думают, что все работают. На самом деле сами не проверяли и пишут, что дельный совет, короче. Да, засыпало-то так хорошенько, блин. Ё-моё. Вообще добротно засыпало, ребята. Что тут у нас? Кто наклевал? Не знаю, может от снега так загнуло его просто. Ну так-то вот он так, он выпрямленный у меня был. Ладно, посмотрим, что. Как минимум грязь-то будет. Нет, ребят, ребейка. Блин, ё-моё. Школота. Надоело. Надоела школота. А где уже братья-то посерьезнее? Деды все на корягах тусуются. Не хотят выходить. Бедолашка. Ночью такая буря была, интересно. Не знаю, рыба может в бурю-то и выходила. Блин. То брат заварил, короче. За ночь переварить уже успел. Ё-моё. Короче, без вариантов, ребята. Что-то у нас дальше все тихо. Без вариантов, блин, засранец. Да-да-да, так и есть. Налима такая зараза. Если берет, то берет сразу, без вариантов. Добрался до остальных, блин, опять снег пошел. Выезжал, снега не было. Набрался здесь 4 штучки, как будто бы 2 загиба, ребята, не знаю. Первый, вчера здесь голавлик попался. И он там, не знаю, может сверши какие-то сели. Ну потому что когда подъезжаешь, крупная рыба, и она начинает чувствовать, тем более техника, она начинает клевать. А тут он прям мертво стоит все. Ладно. Ну тут бы еще немножко и комбайн заметенный бы был. Сегодня тепло. Минус 4. Кто-то дергает, ребята. Какая-то мелочь. На последнем. Елец. Вот, значит, кто тут объедает. Ельцы. Они хитрые, да. Они не секутся, как плотва. Возьмем. У меня потихоньку такая рыбейка собирается на котлетки. Головля вчера отпустил, потому что рыба эта растет до килограмма, то и больше. А елец, он такой средняк, как бы. Ну, собрал, ребята, что получается у нас на лимчике. Елец. Немножко пожевано и все. Короче, едем откапываться, наверное, искать. Ух ты. Вот сейчас там будет, да, наверное, интересно. Потому что я хрен там сейчас что найду.
водитель сказал, ребята, желез просто не видать. Вот еще бы день и все. Тропинку бы это смело и ориентира даже бы не было. Надо веточки ставить, понятное дело. Вон она. Короче, беда. В общем, ребята, железами понятно, их надо копать, но выглядит успех именно вот так, ребят, сейчас я вам покажу. Это мощно. Вот так, ребята, выглядит успех. Кстати, на эту же и попался налимчик у нас небольшой. Просто смотрите, ребята. О, видите, клюет. Тут как будто тоже подзагнут. И это как будто подзагнут. Посмотрим. Вадины донышки. Не знаю, ставки. Ну и что делать, ребят, давит прям. Ставки непонятно, здесь мелко. Вчера здесь попался налимчик. Не знаю, что пробуем. Блин, рыбка хорошая, ребят. Как будто так идет. Интересно. Блин, здесь у меня 2 крючка еще. И лунка у меня здесь вертикально, не понаискосок. Одно единственное было 2 крючка. Не знаю, чем упирается. Неужели лещ опять? Рыбка хорошая. Что, бодрить будем опять? Ё-моё. Вот он доходит. Давайте спустим. Давай сюда обратно. Блин, доходит и все. И упирается. Опять что ли лещ? Ё-моё, блин, а. Блин, лишь бы не сошел. Пойду за багром, блин. Что-то, ребята, интересно. Такое ощущение, что как будто лещок опять. Зараза. Лишь бы не сошла рыбка. Так, все. Идем. Леску опять забрал. Но рыба на месте, ребята. Да, рыбка хорошая. Рыбка хорошая. О, хопа, и все. Ничего не чувствую я. О, бьется, блин. Блин, ребята, ничего не чувствую. Не могу понять, где. Вот кромка льда. Блин, рывки такие. О, где-то здесь. О. Нет, мимо. Лед-то метровый еще, блин, багрить-то, а. Лед метровый багрить не могу. Не знаю, ребят, попробую рукой. Достану, не достану я рукой. Хрен знает. Ну попробуем. Где наша не была, как говорится. Где наша не была, как говорится. Так. Все, вот по лунке он. Сейчас по леске пойду. И будем щупать. Что там у нас? Ага. Все, я понял. Вторым, ребята, зацепился он. Понимаете?
Я говорю, братик ты мой. Вторым крючком в лунке стоял. Я ту рыбу не могу нащупать. Песчаный. Килограммовый. Надо было сразу так. Вот два, видите? Подискосок надо лунки делать. Если один поводок еще можно, а с двумя уже все. А если бы лещ сделал плохо, на губе, допустим, то ничего бы не получилось у нас. Килограмм, брат, пришлось раздеться. Я говорю, рыбу не чувствую, багор. Рыба ходит, а я ее не чувствую. Опа. Снег здоровый, потеряем так мы тебя. Ну, слава богу. Ну, на песчаночке-то песнистый такой, ребят, смотрите, красивый. Это песчаный. Здесь мелко. Там как будто тоже загиб, ребят. Ладно, одеваюсь, то есть замерзну. В общем, ребята, показатель. Вчера здесь налимчик попался, сегодня налим. Значит, здесь идет дорога, тропинка, так скажем, тропа. Здесь надо обозначиться. Какую-нибудь палочку поставлю, чтобы понимание было к весне. Значит, налимы ходят здесь. Попил кофе, ребята, взял маленький термос такой. Вообще малыш. Сейчас пойду жерлицы искать, ну, донки вот эти. Вчера ставил 5 плотвиц, но он, походу, понту нету. Ну, в общем, вот такой, ребят, шнурок. Под килограмм, наверное. Блин, ветер, погода хрень. Блин, ну снегу. Собака вся просто, вся подвеска в снегу, блин. Тут-то да. Ой, кофеечек, хорошо. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Ну, 2 налима, там, значит, тропинка. Надо не забыть поставить будет. Ладно, пьем кофе и дальше раскопки. Промахнулся. Промахнулся немножко.
Вот тебе и проводы зимы, блин. А зима-то, говорит, я-то еще повоюем. Просто опять зимелец. Блин, снегу столько, ребята. Заскочил тут на навес такой здесь. Шалашик такой. Подумал, кофе попью, да домой поеду. Тем более недалеко здесь стояли у меня снасти. Заскочил. Так сюда заезжаю, бывает. Перекусить, да чё. Костровища здесь. Такой навес тут. Ну так, ни о чем, скажем так. Но все равно, как-никак, столик есть. Можно перекусить. В общем, все, ребята, снял снасти. Один попался хулиган. Ну, молчит, ребята, не дает река. Устал уже бодаться на самом деле. Да и по комментариям последним читаю, как бы, я немножко с опозданием, ребята, отвечаю. Столько всякого уже хлама пишут. Туда-сюда. Где рыбалка, где рыба, где кухни. Блин, прям просят, блин. Ну, не знаю, ребят, уже сам устал, уже вот так кататься, вот просто трачу бензин, вот это поездки пустые, мне самому надоело уже, как бы, и надо ждать, скорее всего. Да, последний комментарий, конечно, удивляет, ребят, много всякого негатива. Ну, опять же, это мое хобби, я стараюсь показывать просто рыбалку, как она есть, там. Ну, так получается, ребята, что поделать. Первый лед, когда половили щуку, а сейчас вот так как-то бодаюсь. Ну, не сижу на месте, как говорится. Стараюсь и ищу, и хожу, езжу. Благо есть техника передвигаться. Так что, кто там пишет, ребят, я не знаю, просто. Мне с вами разговаривать не о чем. Если вам не интересно, вы просто отпишитесь или там пройдите мимо, не смотрите, как бы. А гадости писать незачем. Оскорблять меня, супругу мою там и так далее, мою семью. Я с вами за одним столом сидеть точно никогда не буду, так что мне проще забанить и разойтись на этом. 95 тысяч на канале, ребята, спасибо. Спасибо, кто недавно подписался, спасибо старым зрителям, которые поддерживают, постоянно ставят лайки, пишут комментарии, следят, в общем, за моей недорыбалкой. Ну, тяжело у многих, я смотрю, что как бы не все там прям в восторге от этого сезона. Не только в Коми, я имею в виду, а вообще по всей России, потому что я наблюдаю за пацанами. Ну, скоро весна, ребята. Посмотрим, что получится у нас весной. Ну, а пока вот не знаю, что показать, куда съездить. Наверное, какая-то пауза, возможно, будет, потому что, ну, ездишь без толку. В общем, ребят, все, пью чай, вот такая рыбалка получилась. Поночевал с парнями, помылись в бане, покатались. В общем, все круто, но без клёви. Давайте увидимся. Все же весна, ставки на нее есть, посмотрим. Давайте берегите себя, ребята. Уважайте других, как бы не судите по себе, и все будет четко.